Здравствуйте, время новостей. В студии Луиза Хатуева. И вот чем запомнился уходящий день. У чеченских бойцов лучшие в СКФО условия для прохождения службы. На сегодняшний день однозначно я вам говорю, что на северокавказских субъектах самые комфортные условия у территориального органа по Чеченской. Сергей Меликов отметил работу силовиков на встрече с главой республики. Спастись самим и другим помочь. Как он должен подойти к льду? Плашмя, ползком. Потому что при подходе к нему помогающийся, спасающийся тоже может провалиться. Сотрудники МЧС рассказали школьникам о правилах безопасности на льду. Самое ожидаемое спортивное событие. Турнир WFCA впервые пройдет не в родном уже привычном Колизее. Очередной 34-й вечер боев Чеченской лиги состоится 25 февраля в столице России во Дворце спорта «Динамо». Бойцы клуба «Ахмат» готовятся к международному турниру по смешанным единоборствам. Глава Чечни встретился с первым заместителем директора Федеральной службы войск Национальной гвардии, главнокомандующий войсками Нацгвардии Сергеем Меликовым. Он прибыл в Грозный вместе с командующим Северокавказским округом войск Нацгвардии Евгением Зубаревым и новым командующим 58-й армии Евгением Никифоровым. Меликов выразил благодарность Рамзану Кадырову за всемирную поддержку в формировании территориального отделения военизированной структуры. По его словам, у бойцов Чечни лучшие условия для подготовки и прохождения службы по СКФО. Мы с командующим прежде всего хотели на самом деле поблагодарить. Сегодня поработали мы в территориальном органе Шариф Султан. Посмотрели размещение, посмотрели людей. За то, что вы такое решение приняли по городу Грозному по размещению, по оказанию помощи при комплектовании. За это я хочу и от Виктора Васильевича огромное спасибо сказать, и от себя, и от командующего, потому что на сегодняшний день однозначно я вам говорю, что по крайней мере, территории северокавказских субъектов самые комфортные условия у территориального органа по Чеченской республике. Сергей Иванович, у нас должны быть самые лучшие условия в России. Я хотел бы и вас в том числе проинформировать, что на сегодняшний день Шариф Султанович все задачи поставленные решил, выполнил на первом этапе. Сейчас у него приятно слышать, да, я скажу такую особенность, приятно слышать, что несмотря на укомплектование территориального органа, в том числе национальными кадрами, да, уровень отработки документов штабных очень высок. То есть, с одной стороны, есть люди, которые закончили военные вузы, с другой стороны, есть люди, которые сами в ходе практических действий эти навыки приобретают. И эти навыки сегодня они говорят о том, что они достаточны для управления и руководства. Ваша школа. На самом деле сейчас уже управление сформировалось, и уже имя есть, и авторитет, и Виктор Васильевич, и ваш на Кавказе, России в целом, он тоже помогает. И поэтому сегодня одна из лучших нам управлений. Мы обещаем, что будет и боевая единица, которая может выполнить любой приказ. И вы знаете, не понаслышке наших ребят, вы вместе участвовали, спецоперации проводили, и поэтому люди проверенные на все 100%. Главное, сегодня нужны люди, которые прошли практику. Теория это есть, на самом деле, каждый день меняется. Если человек в практике, есть практика, если он сам может разрабатывать стратегию и выполнить поставленные задачи, не создавая проблем. Это одна из лучших качеств и бойца, и управления, и у полка. Поэтому я считаю, что сегодня ваше управление может выполнить любой приказ, любой сложности. И оперативной части, и проведение спецмероприятий, и войсковой тоже. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы у них было все самое лучшее. Здесь же главнокомандующий войсками Нацгвардии внес предложение о проведении обучающего семинара для руководителей региональных отделений. Он пройдет на базе Гудермесского учебного центра сил специального назначения. Своим опытом будут делиться инструкторы центра. Хотелось бы, чтобы это выглядело в плане обмена опыта. Собрать наших командиров, те, которые в том числе выполняют задачи здесь, в определенных условиях, да? Собрать людей, которые сегодня могут организовать учебный процесс,
вот, может быть, даже наших коллег из вооруженных сил пригласить, собрать такую группу, ну, человек где-то 12-16. И Даниил Васильевич, я поставлю задачу, он, безусловно, вас проинформирует об этом, провести с ними 2-3-дневный семинар. Потому что пообщаться сегодня с людьми, которые принимали участие в соревнованиях международных, которые, условно говоря, имеют большой методический опыт подготовки этих подразделений, просто высаживались на Северный полюс, да, как бы из двух составляющих. Первое – это практические занятия, а второе – это такой живой обмен людей, которые выполняют одну и ту же задачу вот, своими навыками, там, которые могли бы привести к дальнейшему совершенству. Где-то на март месяц мы, наверное, запланируем и тогда проинформируем вас, когда мы будем проводить. И с вашего позволения часть занятий мы хотели бы провести на Гудермесском учебном центре. Да, заодно и опробовать его в плане вот, практической. Да, мы с удовольствием, мы готовы содействовать, помогать. Сразу после встречи глава Чечни проводил гостей, поблагодарив за визит. Но прежде все вместе сфотографировались на память. Этим вечером в театрально-концертном зале Грозного состоялось одно из самых важных культурных событий уходящего года – ежегодный музыкальный фестиваль «Песня года-2016». Главный гость на торжественном мероприятии – глава Чечни Рамзан Кадыров. Дипломы и кубки фестиваля получили исполнители и авторы композиций, ставших популярными по итогам прошлого года. Их больше всего заказывали на радио Грозный. 10 лучших песен были выбраны путем голосования слушателей. В тройку лучших попали Патимат Иснакаева, Радима Хаджимурадова, Асета Бубакарова. А лучшей песней года ушедшего, по мнению слушателей, стала песня «Холми Везер» в исполнении народной артистки республики Элины Муртазовой. Дипломы и статуэтки получили также авторы слов и композиторы хитов 2016-го. На протяжении всего концерта в зале не умолкали бурные аплодисменты. Подобный фестиваль, по мнению самих артистов, стимулирует работать лучше и с большей отдачей, а народное признание – лучшая награда для каждого исполнителя. وين بيت شبيساتي قصدوا ندقر ثلاثة شين قوم سيدا غير شباخ شبو مصو زوزيلا ولوجدالا مصو أغور على كولتورا سبورت خديك مصو وين نقشي دانا وين خلق سيدا شدلو شمندي مصير دالات وبويل وين Депутаты обсудили несколько законопроектов. В частности, здесь одобрили изменения в закон Чеченской Республики об обороте земель сельхозназначения. Также принято решение по кадровым вопросам в профильных комитетах. В своем выступлении спикер парламента Магомед Даудов отметил, что законодательная и общественная деятельность народных избранников должна приносить пользу обществу. В своей работе необходимо прежде всего отстаивать интересы населения, подытожил Даудов. Несколько жителей республики получили возможность поправить здоровье за пределами региона. Общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова оказал материальную помощь нуждающимся. Одна из них, Маржан Димаева, ее дочь, в результате несчастного случая получила сильные ожоги. Девушка нуждается в дальнейшей реабилитации. Однако возможности вывести дочь в другой регион страны у семьи не было. Маржан обратилась за помощью в фонд Кадырова. Что заявление рассмотреть, но Айманси Рамзанси фондер Ахштушн выделить да маршал до да шедарван и почешь вывести еще с ягин цонгшуса его танцун дохко дина хукала идеис хук Айманин Рамзанин харватся одежда одещается. В трехлетнем возрасте сыну Лауры Хамидовой медики диагностировали почечную недостаточность. Сейчас мальчику 8 лет. Больной нуждается в постоянном лечении и наблюдении врачей. Специальные диеты, дорогостоящие препараты. На все это у семьи уходило много денег. В этот раз на помощь Алиевым пришел общественный фонд Кадырова. Постоянно на гормонах левашу. Вести. Диета у него, он диету как маленький не соблюдает, конечно. В школу вообще и из-за этого опухает он. Когда ему отсахалось, обратиться к фонду, чтобы вывести
архазулха де рейс хил далса далшеда дел рамзани эймани. Ледовые учения прошли на Грозненском море. Сотрудники МЧС рассказали школьникам, как спастись самим и помочь провалившимся под лед. Правила поведения в чрезвычайной ситуации спасатели наглядно показали, спускаясь в ледяную прорубь. Марха Ахматова наблюдала за учениями. Все вы знаете, что как и в зимний период, так и в летний период есть свои правила на воде, правильно? Но так как у нас сейчас зима, мы хотим вам показать основные правила поведения на льду. Для этих пятиклассников это первый подобный урок, да еще и на берегу замерзшего водоема. Как вести себя в экстремальной ситуации на льду, пока никто из них не знает. Обучать этому нужно с самого детства, считают спасатели. И это тот случай, когда объяснить на словах недостаточно. Поэтому для ребят и провели наглядный урок здесь, на Грозненском море. Вы видите, он провалился сейчас под лед. В настоящее время он не может оттуда сам выбраться, ему оказывает помощь первый человек. Как он должен подойти к льду? Плашмя, ползком. Потому что при подходе к нему помогающийся, спасающийся тоже может провалиться. Бросить спасательный круг или подать попавшуюся под руку ветку. На лед ребят в целях безопасности не выпускают, поэтому они помогают только так, с берега. С первого раза выполнить эту, на первый взгляд, простую задачу получается далеко не у каждого. Запрещающие таблички, отсутствие ледовых переправ. Многих людей это не останавливает. И чаще всего они сами же становятся виновниками трагических последствий. Но если взрослые еще могут себе хоть как-то помочь, то дети чаще всего в таких ситуациях теряются. Чтобы таких случаев стало как можно меньше, спасатели проводят профилактические мероприятия. Ведь уроки безопасности могут не раз пригодиться в жизни. Сегодня совместно с Чеченским поисково-спасательным отрядом, Всероссийским корпусом спасателей было проведено мероприятие по обучению безопасности в зимний период, то есть выход людей на лед. В частности, данное мероприятие нами проведено в Чернореченском водохранилище города Грозного по обучению детей безопасному поведению в зимний период. Мы научились, как нужно спасать людей, какую первую помощь нужно оказать всем. Это было очень интересно. Каждый человек должен знать об этом. Специалисты говорят, что при спасении тонущего надо действовать быстро, решительно, но предельно осторожно. А главное, ни в коем случае не поддаваться панике. Марха Ахматова, Мансур Саев, Альберт Салаханов, Юсуп Успанов. Новости. И мультик снять, и диджеем стать, и рукоделие освоить. В школе селения Мескер-Юрт процесс обучения стал настоящим праздником для учеников. Помимо стандартных предметов, детей учат искусству режиссуры. Ребята озвучивают голоса героев мультфильмов, которые сами же и снимают. Скоро здесь и свое радио запустят. О нестандартном подходе к обучению расскажет Арсан Базакаев. Мата Умарова, ученица 7 класса. Несмотря на столь юный возраст, она рисует, пишет стихи. Она же автор многих школьных проектов. Последний из ее лучших работ был проект, в котором она поставила задачу рассказать ученикам о нелегкой профессии учителя. Мата признается, что раскрыть ее таланты ей активно помогают преподаватели ее любимой школы с необычным названием «Терра Нова». Мой проект называется «Профессия учитель». Он посвящен учителям. Я хотела рассказать детям о том, что учителям очень сложно за жизнью школы, и показать им, что они тоже люди, и у них тоже есть право отдыхать. И также я рассказала ребятам стих, посвященный учителям. Школа на краю села, так шутя ее называют в селе. Особое внимание привлекает официальное название школы – Терра Нова, Академия нескучных наук. А науки здесь и на самом деле не скучные. Кроме обычной школьной программы, ученики вступают в сообщество нескучных академиков, строят свой ученический город и активно занимаются творческой деятельностью. Почему все-таки Терра Нова, Академия нескучных наук? Вот откуда такая идея назвать школу? Идея у нас была согласована, разработана органом государственного общественного управления школы, то есть управляющим советом. Терра Нова в переводе с латыни означает «новая земля». Терра Нова – олицетворение восставшей из пепла Чеченской республики, которую, как Колумб открыл миру Ахмад Хаджи, Чеченскую республику новой формации, не землю экстремистов и террористов, а землю врачей, образованных людей, спортсменов. И концепция развития школы, то есть то, что мы планируем, ключевая тема развития школы – это Академия нескучных наук.
Руководство школы и ученики гордятся своим новым продуктом, который они выпускают в свет. Это короткометражные мультфильмы, над которыми работают самые маленькие ученики. Под чутким контролем учителя они лепят из пластилина своих героев. Далее каждому дается текст, по которому они озвучивают своих мультперсонажей. Эту школу открыли 5 месяцев назад, но в районе о ней знают уже многие. С самого начала работы школы тут наблюдается, я скажу, целенаправленная, систематически поставленная и методическая работа. Старания учителей, понимаете, вот их желание подготовить учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации, понимаете, заслуживает уважения. Преподавательский состав школы на 80% состоит из молодых учителей. При этом они дают знания не хуже учителей с большим опытом. Ученики с теплом отзываются о каждом учителе. Ну а старшеклассники, которые учатся в этой школе первый и последний год, говорят, что будут скучать и даже немного жалеют, что в школах нет 12 класса. Арсан Базакаев, Дени Хавхаров. Новости. Прямая беседа с министром автомобильных дорог республики. Завтра в эфир телеканала «Грозный» выйдет постоянный проект «Особый разговор». Трансляция начнется в 20:00. Свои вопросы вы можете уже сейчас присылать через приложение WhatsApp или на электронную почту. Также у вас есть возможность задать свой вопрос в прямом эфире по номеру 8 8712 22 65 87. Проект призван наладить связь между обществом и органами исполнительной власти. Напоминаем, что просьбы личного характера рассматриваться не будут. Передач поехали алгоритм, населением, пользователям дорог, в этом Министерство автомобильных дорог, дикаш, шкоч, дешдол, умнаш, белхаш, дошдол, халнах, дадози, он, нех, он, вейга, хатиш, мы должны вести единую политику дорожного хозяйства, муниципальных региональных ЛЧ, Какая она истинная чеченка? На этот вопрос ответит новый конкурс для девушек. Его инициатором выступил Департамент культуры совместно с общественной организацией «Иман». Авторы проекта говорят, что он будет наглядным примером правильного воспитания. Как стать участницей программы и какие требования к ней предъявляются, расскажет Луиза Баснукаева. Религия, культура, этикет – не весь перечень того, чему будут обучать участниц проекта «Нохчиё Иманен Шоуда», который в республике проводят впервые. В Департаменте культуры уже продумывают детали конкурса. Целью данного проекта является популяризация духовно-нравственных качеств, присущих вайнахской девушке, и раскрытие творческих способностей среди девушек. Приглашаем всех девушек нашей республики активно принять участие в нашем конкурсе. Участвовать может любая девушка в возрасте от 18 до 25 лет. Конкурс будет проходить в 3 этапа. Отборочный. Тут девушкам рассказывают об условиях и требованиях. Далее подготовительный. Участницы в 2 месяца будут изучать различные дисциплины. И, наконец, в итоговом девушки должны будут показывать, чему они научились. Для девушек будут подготовлены самые различные испытания. Это знание религии, знание культуры, знание вайнахских обычаев. Также у каждой будет возможность показать свои способности. Например, если кто-то умеет петь, то с помощью хореографа она сможет подтянуть свои навыки и выступить на сцене. Помимо хореографии будут учить рукоделию, художественному искусству, кулинарии. Каждая участница сможет выбрать себе направление, в котором она сильна. Также в рамках проекта планируются различные выездные благотворительные акции, как встречи с детьми с ограниченными возможностями или с многодетными мамами. Проект, он сам образовательный, особых таких строгих требований у нас нет. По окончании проекта она уже своим поведением всем она будет показывать образ чеченки, то есть показывать те качества, присущие вайнахской девушке. И для этого она должна соответствовать всему этому. Если это не будет в крови, естественно, у нее не получится показать все это и победить в конкурсе. В жюри будут представители культуры, духовенства и руководители проекта. Инициаторами проекта стали общественная организация «Иман» и Департамент культуры, а освещать ход конкурса будет ЧГТРК «Грозный». Авторы говорят, что проект будет наглядным примером, как нужно воспитывать девушек и отвечать на главный вопрос – какой он истинный образ чеченки. Заявки принимаются до 25 февраля. Для участия в проекте нужно будет на адрес, указанный на экране, отправить следующие данные: фамилия, имя, отчество, хобби, творческие способности и контакт, по которому можно связаться. Луиза Баснукаева, Асухар Цухаев. Новости.
Бойцы клуба «Ахмат» готовятся в очередной раз покорить международную спортивную арену. Уже на следующей неделе в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам. В рейтинговых боях против чеченского клуба выйдут спортсмены из разных стран. На тренировке побывал Хамзат Аюбов. В его послужном списке еще нет поражений. 5 боев, 5 побед. Однако соперник Али Дикаева на счету имеет в 3 раза больше профессиональных боев, из которых 10 Святослав Шабанов из Прокопьевска выиграл. Поединок в категории до 65 килограммов обещает показать классическое противостояние неуступчивой молодости и большого опыта. Настроили подготовку. Уже на один уже весь что-то. Да, мы надо что-то Максимально опытные и сильные соперники для бойцов Ахмата подбирались специально. Такая политика клуба идет только на пользу спортсменам чеченского клуба, делится главный тренер. И ее клуб придерживается при подготовке ко всем своим турнирам. На WFC 34 все соперники бойцов Ахмата стоят выше в мировом рейтинге. Нам руководством ставится такая задача. Мы не можем подбирать бойцов ниже уровня. Ребятам надо расти, они сами этого знают. С чем хорошим берется, тем людям интересно смотреть такие бои. WFC 34 представит любителям единоборств 12 поединков. Главное противостояние — боец клуба «Ахмат» Максим Гришин против Матея Батинича. Хорватский портовик выиграл 15 боев, проиграв лишь в 3. Последнего своего соперника он отправил в технический нокаут за 47 секунд, а Максим Гришин подошел к этому поединку с одним лишь поражением за последние 5 лет. Максим Гришин после своего выступления на финальном турнире Гран-при «Ахмат» также, в общем, мне кажется, что должен показать хороший поединок. Ему будет стоять очень крепкий хорват Матей Батинич, в общем, который шел на серии из 9 побед подряд до недавнего времени. Ну и мы знаем, что хорватская школа ММА очень сильная, и есть на кого равняться. Действительно, карт очень сильный. Я уверен, что московский зритель с удовольствием придет и посмотрит на эти поединки. Тут и люди, которых уже давно знают и любят в России. Это и Максим Гришин, и Абубакар Вагаев, и уже, можно сказать, легендарный боец Михаил Малютин, который не первый десяток лет выступает. И классические будут противостояния россиян с иностранцами, ну и также внутрироссийские поединки. Вот, например, мое внимание сразу привлек бой между Алексеем Ефремовым и Артуром Гусейновым. Бой примерно близких по уровню и по классу соперников, где вот так сразу абсолютно невозможно предугадать, кто же победит. Прошлый год показал и доказал серьезность намерений WFC. Было несколько шикарных турниров, и в том числе финал Гран-при. На мой взгляд, это в принципе был один из лучших турниров года, если брать и отечественные смешанные единоборства, и зарубежные. И учитывая уровень бойцов, которых подписывает сейчас WFC, я уверен, что эта лига как минимум в России сможет составить конкуренцию сильнейшим организациям. Ну, а раз в России, значит и в Европе, и в мире, потому что мы знаем, что российские организации входят в топ-10 мировой. Подготовка бойцов клуба «Ахмат» к предстоящему турниру уже на заключительной стадии. Спортсмены гоняют вес и нарабатывают тактические приемы. А за всем по традиции следит руководство клуба. «Ахмат» сила. Казахстан, юг عايش تجربة حلوة جدا. نعم قدمة شحابه. نعم عجيبة يا زوج دنيا جوا مصر متى уже фит وضعها. Файткар турнира представил сразу 5 бойцов, у которых еще нет ни одного поражения. Среди них и Касум Касумов из Дагестана, выступающий за «Ахмат». Соперник, да, довольно-таки опытный, хороший соперник, крепкий. Ну, я как бы просил тоже, дайте мне хорошего соперника, но смысла нету бить там ребят с отрицательным рекордом или там слабых ребят. Ну вот, как говорили, первый номер Азербайджана, это более так ответственность. Люди приехали поддержать, посмотреть и смотрят все родители. И не хочется подвести, поэтому как-то волнение у всех бывает. Это бои без правил, решает один удар тоже. Нокаутер может попасться в любом бою. Ну, я работал и работаю, хочу от начала до конца доминировать в этом бою. И, иншаллах, надеюсь, что буду доминировать.
и при первой же возможности закончить бой досрочно я это сделаю. WFCA 34 представил широкую географию турнира. Зрители увидят бойцов из Хорватии, Бразилии, Грузии, Азербайджана, Украины, Таджикистана, Камеруна и России. Молодая чеченская лига смешанных единоборств за короткий срок набрала уже приличный уровень. Это отмечают немало спортивных экспертов. Я бывал неоднократно на турнирах в городе Грозном, и на сегодняшний день, несмотря на то, что лига молодая, эта лига уже завоевала авторитет, и она входит в четверку основных лиг смешанных единоборств, которые на сегодняшний день существуют в России. И для этой лиги созданы замечательные условия для роста спортсменов, для проведения турниров. Поэтому у лиги очень большой потенциал. Турнир WFCA впервые пройдет не в родном уже привычном Колизее. Очередной 34-й вечер боев Чеченской лиги состоится 25 февраля в столице России, во Дворце спорта «Динамо». Начало запланировано на 19:00. Хамзат Аюбов, Адам Межидов, Ислам Расуев. Новости. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.